Предприятие Коми находит новые пути замещения импортной продукции. Так, на доломитовом месторождении в Чиньеворике Книшпогорского района на неделе запустили обновленную отечественными компонентами установку по производству щебня. У нас свой щебень для строительства дорог, домов. Модернизация технологий даже позволит компании конкурировать с другими российскими производителями. О перспективах наших предприятий в условиях санкций расскажет Ольга Коняева. Новое асфальтовое покрытие, а на обочине щебень. Такая картина знакома жителям Коми. Но не каждый знает, что этот строительный материал добывают в нашем регионе, на доломитовом месторождении в Чиньеворике Книшпогорского района. Разработкой занимается компания «Автодор». В год добывает 400 тысяч кубометров ценного ресурса. Горную массу дробят, разделяют на фракции. 95% сыпучего материала из Чиньеворика используют внутри региона. На строительстве дорог, зданий. Остальное покупают соседние регионы. Данное месторождение было разведано в 90-е годы по проекту на месторождение, рассчитано на 119 лет отработки. Данными темпами, учитывая то, что мы отрабатываем ежегодно в районе где-то 400 тысяч кубических метров, месторождение у нас на 100 лет еще достаточно, потому что в начале 90-х это все становление не так сильно отрабатывалось. На самом карьере есть зарубежная техника, но добытчики уверяют, недостатка запчастей из-за санкций не предвидится. В этом году запустили обновленную установку по производству щебня. 35 миллионов рублей предоставил региональный фонд развития промышленности. Финансирование, получается, было под 3%. Это очень годная ставка для любого предприятия. При условии, что вначале мы получили деньги, и сумму процентов мы будем платить только с 2023 года. Оборудование, которое мы приобрели, оно импортозамещаемое оборудование, то есть это российское производство. Все запасные части мы можем приобрести именно в России. Благодаря модернизации технологий удалось добиться высокой стойкости щебня. Теперь он конкурирует с самыми прочными марками на российском рынке, даже вулканического происхождения. Так что в перспективе рост заказов. Данный сейчас производится щебень 4 фракций. Это АТЕФ 0,5, 2040, 5,20 и 40,70. У нас клиенты берут щебень и по старым ГОСТам, и по новым. Малый и средний бизнес в Коми – надежная опора региона, особенно в эпоху санкций. Ограничения Запада не мешают предприятиям наращивать объемы производства. Компания «Цильмалес» с 30-летней историей сегодня заготавливает больше 3000 кубометров древесины в год. При этом продолжает расширять спектр своих возможностей. Стараемся ежегодно что-то приобретать, что в лизинг, что где-то переделываем даже. В прошлом году уже, закупили и пусть не новый, но хороший комплекс Понса, Harvester Forwarder, у нас до этого был тоже старенький. Плюс сейчас приобрели тоже в лизинг 2 машины, это уже с манипулятором, и 1 КМУ. С КМУ это кран выдвижной на машине. Сейчас на предприятии готовят партию материала для строительства нового лечебного корпуса в Усть-Цильме. Внедряют и переработку. Линия по выпуску пеллет – это эффективный способ полной утилизации мелких древесных отходов и коры. Вырабатываем где-то для своего потребления только. У нас 4 котельные. Для этого его приобретали, делали, то есть сырья хватает для того, чтобы где-то в пределах до 100 тонн приготовить. Для того, чтобы увеличить объем, это надо очень многое менять. И цена будет, разумеется, выше. И там потом самое главное, столкнемся с отсутствием сырья. Конкурентоспособное сельхозпроизводство – это тоже стратегическое направление в развитии экономики региона. Импортируемую в Россию продукцию должен заменить отечественный товар. По поручению главы Коми финансирование отрасли в этом году увеличили, вложились и инвесторы. Продовольственная безопасность объединила все ресурсы, благодаря чему в Коми рекордный урожай второго хлеба. В этом году под картофель отдали 380 гектаров. В 3 раза больше, чем годом ранее. На столичном сельхозпредприятии даже перешли на двусменный режим. Сортировочная линия работает круглые сутки. На картофельной плантации сыктывкарские аграрии вышли после 3-летнего перерыва. Убрали только половину, а для клубней уже не хватает места. В дальнейшем будем фасовать их в ящики. Сейчас закладываем их на хранение.
Ну, так хранить, конечно, неудобно в ближайшее время. Будем закладывать в ящики. Проблем с хранением и реализацией не будет, уверяют в региональном Минсельхозе, как и с семенным материалом на следующий год, но не без трудностей. На старте посевная не задалась из-за холодного мая и июня, солнечный июль ситуацию исправил, но засуха сказалась на товарном виде. Вот если бы во время цветения и были бы хотя бы дождички, то на кусту сформировалось бы не 5-6 картофелин, а это было бы 10, 12, 15 клубней. И по товарности они были бы намного приятнее. Доля региона на рынке продовольствия в этом году выросла за счет возрождения картофелеводства. Теперь мы обеспечены своим вторым хлебом на 90%. Кроме того, предприятия республики уже снабжают регион на 50% яйцом, на треть овощами, мясом и молочкой. Лидирует по удоям межадрское хозяйство. В среднем 8 тысяч литров в год дает одна корова. А все благодаря качественным кормам. Хозяйство второй год внедряет уникальную для региона технологию по выращиванию зерновых культур. Пшеница и ячмень уродились на славу, значит, на покупке комбикорма можно сэкономить. План перевыполнили и по другим кормовым культурам. Комфортная зимовка в хозяйстве обеспечена. Очень такая получилась в связи вот с этой погодой, очень жаркой и сухой. В июле получились такие гонки в заготовке, потому что не успевали за созреванием трав. И, люди устали. Люди устали, без выходных. В этом году площадь под озимой увеличили. С 90 гектаров собрали больше 400 тонн зерна. Но даже не это главное. На поле безотходное производство. Зерно отправляют в Плющилку, получая полезную для будущих рогатых мам солому. В сухостойный период, в общем-то, очень плохо кормить корову сеном. Вот им нужна солома. Потому что в соломе нет калия, и с помощью кормления соломой мы уходим от заболеваний некоторых животных, мы уходим от отеков вымени. И, так по технологии, так по науке, так нужно. Соломы в этом году у нас будет достаточно. В каждом районе у нас свой хлеб из крупных и поменьше пекарен. Устилимское предприятие «Каравай» снабжает свежей выпечкой райцентр и отдаленные деревни уже больше 20 лет. Разные виды хлеба, батон, шаньги, рыбники, пироги с ягодами, печенье, продукция на слоеном заварном тесте и даже новомодные торты. Все по эксклюзивной рецептуре. Хлеб дарницкий мы производим на заквасках. Закваску мы получаем с Московского института. Туда мы ездим специально. Он имеет особую кислинку, но для здоровья человека он очень полезен. Поэтому мы с ним работаем, хотя есть трудности, особенно в летнее время он немножко может перекиснуть, но тем не менее мы все равно его производим, потому что есть любители именно этого хлеба. Рецепт дарницкого хлеба разработали совместно с заграничным технологом. Он приезжал сюда несколько лет назад. От местных булочек и пирогов остался в восторге. В пекарне работают по заявкам. Есть свои торговые точки, отправляют и в более крупные магазины. На производстве трудится 15 пекарей. В этом году в пекарне появилось новое оборудование, а еще открыли мясной цех, лепят котлеты, вареники, оригинальные устилимские пельмени. У предприятия есть постоянный покупатель, а потому есть и готовность развиваться и радовать жителей полезной, свежей продукцией.